продолжают вызывать дожди. Специальные самолеты работают на тушении лесных пожаров. Соглашение о сотрудничестве с ФАС. В Якутске прошло совещание Федеральной антимонопольной службы. 3 района позади. Участники автопробега, посвященного столетию якутской милиции, прибыли в Хандыгу. В эфире новости, в студии Павел Танин. Здравствуйте. В Якутии продолжают вызывать искусственные дожди для тушения лесных пожаров. Работы производят специалисты авиалесоохраны. Борты Ан-26 оснащены специальным оборудованием, которое выпускает в облака пиропатроны с йодистым серебром. Подробнее в материале Саргланы Захаровой. На территории Якутии действует 17 лесных пожаров. Сейчас удалось ликвидировать только 2 из них. Общая площадь, пострадавшая от огня, 46 тысяч гектаров. Задействованы все силы и средства. Это более 700 человек и 40 единиц тракторной и другой техники. 2 самолета-амфибий Б-200, а также Ан-26. В Республике Якутия активно используются возможности, которые не так давно были введены законодательством и применяются нашими специалистами методика взрывных работ при тушении лесных пожаров. Поэтому я думаю, что республика должна успешно справиться. Вызывают на подмогу и силы природы. Чтобы включить дождь, облака обстреливают из специальных пиропатронов. Выстраивают маршрут, исходя из результатов анализа облачности над горящими районами. В Вилюйском районе обработали крупный пожар. То есть мы ввели реагенты на подходящую облачность с целью вызывания осадков. Рядом также в Сангарском районе там имеются пожары. Возможно, на эти пожары тоже выпадут осадки. Вероятность выпадения осадков 50-70%. Эффект неоспорим. Дожди помогли ликвидировать пожар в Вилюйском районе. Локализовали огонь и в соседнем Верхневилюйске. Горный Улус тоже попал под ливни и немного улучшил обстановку с пожарами. Буквально в течение 4 часов позволило нам облететь 4 района на 5 лесных пожарах, где, исходя из той облачности, которая была сформирована, позволило сделать все необходимые меры для того, чтобы вызвать осадки. Отметим, что с начала пожароопасного сезона на территории Якутии произошло 163 лесных пожара. От огня пострадали порядка 91,5 тысяч гектаров леса. Стихия продолжает бушевать. Сарглана Захарова, Вадим Конкевич, Якутск, Намский и Вилюйский районы. Проверку по факту массовой гибели птиц в Верхоянском районе проведет Министерство экологии региона. Специалисты Верхоянской инспекции охраны природы совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по району выехали сегодня на место происшествия. Гибель птиц произошла возле Эгинского наслега. Там обнаружили туши примерно 50 пернатых. Комиссия проведет обследование озера Байбал-Кюэль, а также специалисты в Якутск направят сами туши для лабораторного исследования. Росавиация увеличит субсидии авиаперелетов на Дальний Восток. Ведомство дополнительно направит еще 152 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма доп. Финансирования составит 625 миллионов. За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты из Магадана, Петропавловска, Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Якутска и Владивостока в Москву. Российские авиакомпании и прежде всего Аэрофлот смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене. В Якутске подписали соглашение между Федеральной антимонопольной службой и республикой. В первую очередь оно направлено на реализацию национального проекта. План включает в себя 41 критерий. Это дает толчок развитию экономики, субъектам малого и среднего бизнеса, способствует улучшению качества жизни людей. Самые больные темы в этой области – горюче-смазочные материалы и дороги. И на совещании, где и подписали соглашение, говорили о внутренних и внешних проблемах развития экономики. Вот план как раз у нас по республике начал реализовывать, буквально несколько месяцев только прошло, о результатах как раз Алексей Александрович доложил. Мы сейчас больше, может быть, даже не сколько какие-то конкретные уже результаты можем обсуждать, а можем обсуждать те начальные стартовые условия, с которых мы начинаем реализацию данного плана. И картина, о которой сегодня Алексей Александрович говорит, она, конечно, с одной стороны, в принципе, позитивная, так, с другой стороны, конечно же, есть очень серьезный вопрос. Это меня волнует и
снижение общего количества предприятий в республике, в том числе в малом бизнесе, так, хотя это тенденция общероссийская. Это все-таки, на мой взгляд, недостаточное пока еще сокращение доли государственного сектора в ряде отраслей, так и о которых сегодня вот как раз «Опора России» тоже вопрос задавал. Поэтому нам есть к чему стремиться, есть чем заниматься. «Алроса» переводит свои промышленные площадки на альтернативные виды топлива. Это делают, чтобы снизить издержки на производство и, как следствие, себестоимость добычи карата-алмазов. Реализация этой программы, по предварительным оценкам, поможет сэкономить за 10 лет почти 5,5 миллиардов рублей. Чтобы увидеть, как сейчас идут работы, в вахтовом поселке Накын побывали наши коллеги. Уже этой осенью электростанция Нюрбинского комбината, можно сказать, переживет второе рождение. Она начнет работать на альтернативном топливе. Вместо дорогого дизельного топлива ее будут заправлять сырой нефтью. Вы видите трубы. По нижней трубе поступает нефть. И вот здесь, непосредственно вот в этой установке, она очищается, вот это, как я говорил, центрифуга под действием центробежной силы. После происходит догрев нефти до необходимой температуры, трубчатый подогреватель, полосничатый подогреватель паями. После этого возвращается уже непосредственно очищенная нефть в емкость. Еще несколько лет назад в «Алроса» начали сокращать затраты на покупку топлива. Вместо дорогостоящего дизельного решили постепенно переводить работу энергообъектов на сырую нефть. Так, этой осенью один из главных объектов Накынской площадки переведут на альтернативное топливо. Важно, что новые двигатели двухтопливные, то есть при отсутствии нефти они могут работать и на дизельном топливе, в зависимости от потребностей производства. Дизельная электростанция Нюрбинского комбината снабжает электричеством всю Накынскую площадку. И уже осенью станция перейдет на сырую нефть. И благодаря этому снизится стоимость электроэнергии. Электростанция работает в Накыне с 2003 года. Договор о ее модернизации подписали в 2016 году. Альтернативное топливо будут доставлять сюда спецтранспортом с нефтебаза УМТС. 2 таких машин хватит, чтобы обеспечить электроэнергией сутки работы обогатительной фабрики и самого поселка. Станцию переводит на альтернативное топливо, сырую нефть, для удешевления стоимости производства электроэнергии. Стоимость производства электроэнергии, соответственно, повлияет на себестоимость выпуска одного карата алмазов. Сейчас на станции заканчивают строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Здание пока еще дизельной электростанции – это конечный пункт. Отсюда и распределяется электроэнергия на производственные площадки и поселок Накын. По оценкам специалистов, альтернативное топливо позволит существенно снизить производственные расходы в целом по компании. Только в ближайшие 10 лет от этого ожидают экономию в 5 миллиардов рублей. Модернизация промышленных площадок – часть реализуемой программы по повышению операционной эффективности и снижению расходов «Алроса». Марфа Яковлева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Сегодня в СФФУ завершается прием документов от поступающих на бюджетные места по результатам ЕГЭ. 16 тысяч заявлений от 7 тысяч абитуриентов поступило в ВУЗ, а уже с завтрашнего дня на специальных стендах появятся списки с именами поступивших. Их будут обновлять ежедневно. По очной форме на программы бакалавриата и специалитета выделено больше 2000 бюджетных мест. Туда же входит общий конкурс, целевая и особая квоты. А победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников принимают без вступительных испытаний. 29 июля выйдет первый приказ о зачислении. Это целевая квота, особая квота и без вступительных испытаний. 3 августа выходит приказ о зачислении 80% абитуриентов на бюджетные места. А 8 августа выходит последний приказ по бюджету, то есть мы заполняем все бюджетные места. По статистике, наибольшее число абитуриентов и заявлений наблюдается в медицинском институте, а также по педагогическим направлениям. Это педагогический институт и институт математики и информатики, а также некоторые учебные подразделения, где есть педагогическое направление.
Обновленные поправки Минфина в закон об ОСАГО отменяют два коэффициента – региональный и мощности двигателя, сообщает издание «Коммерсант». Сейчас цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев, регион и мощность двигателя. Вместо мощностного и регионального коэффициентов Минфин предложил новые. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения. Это нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения. Фиксировать эти параметры предлагают в том числе с помощью установленных на автомобиле телематических устройств. В Хандаге побывали участники автопробега, посвященного столетию якутской милиции. Они уже преодолели путь через Мегино-Кангаласский, Чурапчинский и Татинский районы. О встрече участников колонны с ветеранами внутренних дел, главой района и общественностью в Хандаге расскажут наши корреспонденты. Патриотический десант в составе 24 человек, включая ветеранов МВД, представителей МЧС Республики Саха-Якутия, действующих сотрудников, участников боевых действий, прибыл в Хандагу, где они встретились с главами района, ветеранами, молодыми сотрудниками МВД по Тампонскому району и общественностью поселка. Идейным вдохновителем этой акции является действительно легендарная личность. Для нас это очень уважаемый человек. Это Алексеев Геннадий Гаврилович, заслуженный юрист республики, полковник полиции в отставке, человек, занимавший не последнее место в рядах руководителей Министерства внутренних дел. Несмотря на то, что Геннадий Гаврилович уже ушел в отставку, все еще находится в строю, он уже в рядах спасателей нашей республики, является ветераном боевых действий. Участников экспедиции приветствовали юные полицейские Хандыгской средней школы, исполняющий обязанности главы района, председатель районного совета ветеранов. В честь столетнего юбилея создания якутской милиции организаторы пробега вручили памятные медали и знаки ветеранам МВД Тампонского района и книги «Стражи правопорядка Якутии». В этом знаменательном году исполнилось 100 лет создания якутской милиции, 300 лет полиции России, и участники автопробега, вдохновленные этими датами и для их увековечения, решили осуществить восхождение на хребет Сунтар-Хаэта в Тампонском районе, а по пути следования почтить память погибших при исполнении служебных обязанностей. Тампонский район, он очень уникальный район в плане того, что здесь есть и горы, и величественная река, и величественные красивые аласы имеются. Вот. Здесь выросли великие люди. Это герой социалистического труда Кладкин, это лауреат государственной премии, депутат Верховного Совета Погадаева, великий снайпер якутского народа, всего советского народа Федор Матвеевич Окуловка. Несмотря на ненастную погоду, патриотический десант намерен выполнить свою миссию во что бы то ни стало. Нина Ханарова, Джоустан Толстяков, Тампонский район. К этому часу все. Оставайтесь с нами.